Слово «карабулак» в переводе с тюркского языка означает «черные ключи» или «черные источники». Считается, что эти места получили свое название благодаря открытым здесь нефтяным залежам, а корни этого выражения уходят в далекие времена татаро-монгольского нашествия. Если учесть тот факт, что долгое время и в советские годы, и в постсоветский период нефтедобывающее предприятие «Карабулака» обеспечивало добычу почти половины всей добываемой у нас нефти, то свое название это место оправдало полностью. В XVIII веке на месте нынешнего Карабулака существовал аул Элдергал, крепость Элдерхана, основанный представителями одной из войнахских народностей арстхойцами. В 1859 году здесь была заложена Терская казачья станица Карабулакская. Через год она уже была в составе Сунжинского отдела Терской области, в 20-х годах начала прошлого столетия в составе Сунжинского казачьего округа, а в 1962 году станица Карабулакская становится рабочим поселком городского типа в составе Сунжинского районного совета Чечено-Ингушетии. Но мы, пожалуй, не будем совершать долгие исторические экскурсы, а попробуем вам рассказать о том, как сегодня живет молодой город Карабулак. Кстати, городом Карабулак стал буквально через несколько лет после образования республики. 30 августа 1995 года Карабулак получает, согласно указу, статус города республиканского подчинения с выделением его в самостоятельную территориальную административную единицу. Как вспоминает Радимхан Гулиева, один из самых первых и уважаемых работников мэрии, идея смены статуса населенного пункта витала в воздухе давно, да все никак не складывалось. Первым мэром города Карабулак стал тогда Хаваж Аушев. На пост главы Карабулакской администрации он заступил за год до этого. Если в начале 70-х годов в поселке Карабулак проживало около 8 тысяч жителей, то на момент образования города население Карабулака насчитывало более 30 тысяч человек. Сегодня эта цифра составляет без малого 36,5 тысяч жителей, а сам Карабулак является третьим населенным пунктом республики по численности населения после Назрани и станицы Орджоникидзевской. В конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века в казачий поселок постепенно стали переселяться жители близлежащих селений Плиева и Яндари, а также ингуши, вернувшиеся из Казахстана и Средней Азии. После событий 1992 года в город хлынул поток беженцев из пригородного района, а война в Чечне только удвоила их количество. Таким образом, сегодня в городе проживают преимущественно ингуши. Их почти 92%. Около 7,5% чеченцев, остальные – русские и представители других национальностей. Город Карабулак расположен на левом берегу реки Сунжа. С северной части город тянется почти до Сунжинского хребта. С юго-восточной стороны, всего в 1,5 километрах, проходит федеральная автотрасса Баку-Москва. По западной части находится станция Карабулак Северокавказской железной дороги. В самом городе пересекаются межрайонные дороги Назрань-Орджоникидзевская и Орджоникидзевская-Малгобек. Географически город Карабулак расположен в самом центре республики. В газетах прошлых лет писали, что этот поселок находится в зоне неограниченных природных ресурсов. Поэтому уже тогда здесь получили развитие ряд крупных отраслей промышленности. Одно из ведущих предприятий не только в районе, но и в республике, нефтегазодобывающее управление «Сунжанефть», стабильно наращивало добычу нефти и газа. Кстати, этот период роста поселка Карабулак так отмечен в очерках истории Чечено-Ингушской АССР. Вырос новый район нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности Карабулак с крупными промышленными предприятиями, нефтепромысловым управлением «Сунжанефть», газобензиновым заводом, перерабатывающим почти 365 миллионов кубометров газа, нефтепарком и другие. Конец цитаты. Крупнейшими в Карабулаке считались такие предприятия, как Карабулак-Нерud, ныне завод по добыче и переработке нерудных стройматериалов, и завод химических реагентов.
Конечно, после распада СССР, развала экономики всей страны, все эти предприятия уже не имеют той силы и мощи, что были раньше. Но они постепенно возрождаются и становятся частью промышленности молодой республики. В прошлые годы в рабочем поселке насчитывалось более 6 крупных предприятий, в которых работали свыше 4000 человек. Именно в эти годы в поселке активно развернулось жилищное строительство. Тогда же начали строить многоэтажные дома, преимущественно пятиэтажные. Одним словом, уже тогда поселок постепенно приобретал облик города, но стал им лишь 18 лет назад. Облик сегодняшнего города совсем другой. На смену тем самым пятиэтажкам, которые уже успели состариться и обветшать, ввысь устремляются современные многоквартирные дома, уже ставшие украшением молодого города. Только за последний год в Карабулаке сдано почти 10 тысяч квадратных метров жилья. Город стремительно избавляется от ветхих и аварийных домов, предоставляя своим горожанам просторные, улучшенные планировки квартиры. Настоящей гордостью Карабулака является сданный весной этого года первый в республике «Умный дом». Так называют новые энергоэффективные многоквартирные дома. На всем Северном Кавказе Карабулакский дом третий по счету. И говорят даже, что он на 60% мощнее своих аналогов. В энергосберегающем доме 84 квартиры. Предназначены они для жителей аварийного жилья. Долгие годы нескончаемые проблемы с подачей воды, особенно в летнее время, буквально замучили жителей города. Особенно страдали от отсутствия воды проживавшие на верхних этажах многоквартирных домов. Решение этого вопроса стало делом чести и для республиканской, и для местной власти. Совсем недавно закончено строительство 2 резервуаров водоизмещением по 2500 кубометров. Улица Кирова получила новый водопровод протяженностью 2500 метров. По улице Промысловая проложен водопровод длиной 5000 метров. И теперь засушливое лето перестало быть бедствием жителей города, даже тех, кто проживает на самых верхних этажах. Город обеспечен водой на 95%. 5 из 100% – это строящиеся новые микрорайоны, ведь город постоянно растет. Из слов руководства города следует, что и эта проблема в обозримом будущем будет решена. Изменение демографической ситуации любого населенного пункта, пожалуй, можно определить по дефициту мест в дошкольные детские учреждения. До недавнего времени эта проблема действительно остро стояла перед маленькими карабулакчанами. Один единственный детский садик города был переполнен. И то, что в последние годы стало возможным открытие в городе частных детских садов, способствовало его разгрузке. А перед самым началом нового учебного года свои двери откроют еще 2 таких заведения. Детский сад, рассчитанный на 40 детишек, построенный за счет средств республиканского и местного бюджета, и частный детский сад на 120 мест. Вот уж действительно роскошный подарок для маленьких жителей города и их мам. А так как кривая роста численности города стремительно идет вверх, то логично, что руководство города и республики запланировали построить в Карабулаке в будущем году еще один большой детский сад, уже на 220 мест. Это дает возможность надеяться, что во все 4 уже существующие и в запланированную построить 5-ю на 540 мест в городе школы будут приходить уже подготовленные первоклашки. Тому, чтобы подрастающее поколение росло крепким, спортивным, выносливым, здесь уделяется особое внимание. И инвесторы, и частные предприниматели с особым энтузиазмом готовы вкладывать свои средства в спорт и спортивные сооружения. Ко дню города запланировано открытие великолепного здания большого тренажерного зала в Карабулаке. Снаружи строение действительно поражает оригинальностью архитектурного и дизайнерского решения. Но не менее впечатляющей была и начинка здания. Зал отвечает всем стандартам фитнес-центров и оборудован по последнему слову техники.
огромное количество спортивных тренажеров на самый взыскательный спортивный вкус. Раздевалки, душевые, сауна, кабины отдыха. Такого в Карабулаке еще не было. Единственный в городе ФОК давно перегружен и не способен был принять всех желающих заниматься спортом. Ведь сюда приходят заниматься не только жители города, но и из ближайшей станицы Троицкой и селения Яндари. В Карабулаке любят заниматься спортом. И несмотря на былое отсутствие элементарных условий, этот город вырастил целую плеяду блестящих спортсменов. Несколько предпринимателей города, в числе которых и мэр Карабулака, к нынешнему празднику сделали весьма благородный жест – построили и подарили городским детишкам настоящий боксерский клуб. На момент нашего приезда внутри здания оставалось навести последние штрихи, и клуб готов будет принимать до 200 ребят в смену. Этого дня с нетерпением ждут те, кто долгие годы в ужасающих условиях занимались любимым видом спорта. А таких мальчишек и ребят постарше в городе немало. Вот они, реальные дела тех взрослых, которые не декламируют в докладах и отчетах фиктивные успехи в работе с молодежью, а действительно заботятся о детях, вовлекают их в активные занятия спортом, избавляя таким образом от негативного влияния улицы и новоявленных учителей жизни. Городские власти продолжают активно привлекать в город деньги инвесторов. Совсем скоро на карте города появится еще одно грандиозное спортивное сооружение, куда войдут боксерский зал, борцовский зал, тренажерный зал и мини-футбольное поле. Это обязательство взяла на себя известная строительная фирма «Мальтез». В Карабулаке расположен один из 3 музеев нашей республики – Государственный музей изобразительных искусств. Двери этого очага культуры всегда открыты для тех, кто хочет прикоснуться к прекрасному. Здесь часто проходят выставки работ народных художников нашей республики и соседних регионов. Но самым любимым местом отдыха горожан уже долгие годы остается городской парк славы. Это своего рода визитная карточка Карабулака. Почти все праздничные мероприятия и народные гуляния проходят именно здесь. Когда-то маленький рабочий поселок городского типа сегодня быстрыми темпами растет и развивается. Долгое время находившаяся в забвении промзона городка в наши дни постепенно оживает. И пусть сегодня нет больших нефтяных и газовых добыч и переработок, но появляются предприятия не менее нужные и важные для сегодняшней жизни, которая не стоит на месте и диктует свои правила. В окрестностях города Карабулак на 50 гектарах земли начато строительство настоящей новой промышленной зоны. Всего здесь запланировано построить 22 больших объекта. В числе уже начатых этой зимой стекольный и цементные заводы, завод по производству алюминиевых радиаторов. Уже построена и сдана картонажная фабрика. Здесь будут производить картон, бумагу и картонную упаковку. Каждое открытие нового предприятия – это новые рабочие места. В районе старого завода химреагентов расположился перенесенный из Назрани в Карабулак республиканский товарный двор, способный вдохнуть жизнь в эту некогда полузаброшенную часть города. После обустройства двор будет способен принять на своей территории различные стройматериалы, контейнеры грузоподъемностью от 3 до 40 тонн, специальное оборудование, грузовую и спецтехнику, экскаваторы, подъемные краны, сельхозтехнику. Будет возможность принимать грузовые контейнеры даже из-за рубежа. Отсюда можно будет отправлять грузы в соседние регионы. В новой промышленной зоне расположился крупный мукомольный комбинат «Сатурн-1». Мощность переработки у него 1200 тонн зерна в сутки. Вместимость его зернохранилища 80 тысяч тонн. Во всем мире подобный комбинат успешно работает лишь в Индонезии. В скором будущем планируется открыть сопутствующие производства, предприятия по выпуску макаронных изделий, комбикорма, масла-экстракционного завода, мясокомбината, птицефабрики и хлебозавода, целого производственного комплекса, что позволит открыть до 1500 рабочих мест. Но сколько бы хвалебных речей не было сказано о предприятиях, новых объектах, жилых домах, парках и скверах, главным достоянием этого города всегда были и будут его жители. Простые жители города Карабулак.
Это они своим каждодневным трудом создавали этот город, укрепляли его корни и помогали ветвям расти вверх. Салман Ахильгов. 15 лет он был имамом мечети. К его слову прислушивались тогда, его мнение уважают сегодня. Якуб и Лида Евлоевы. Они воспитали 10 детей, всех поставили на ноги, дали образование, вывели в люди. Их радость сегодня – 21 любимых внуков. Радимхан Гулиева. Более 20 лет работы в администрации города. Она знает в лицо почти всех жителей этого города. Она сама часть этого города. Борис Льянов. Педагог, первый директор с первого дня основания школы-гимназии города Карабулак. Тамара Цурова, врач. Уже 20 лет она заведует терапевтическим отделением Карабулакской городской больницы. Это лишь незначительная часть основы этого города, его крепкого фундамента. На этих людях и на таких, как они, держится этот город. Осталось совсем немного времени, когда Карабулак начнет шумно отмечать свое совершеннолетие. Задача руководства города, чтобы все прошло как запланировано. Днем большая официальная программа с приемом гостей, открытиями новых объектов, а на вечер много разных увеселительных мероприятий для жителей города. Последние распоряжения. Последний обход важных участков перед началом празднования. За прошедшие годы сделано немало. Чтобы увидеть это, достаточно просто посмотреть беспристрастным взглядом вокруг. А впереди, наверное, еще больше. Ведь в 18 лет жизнь только начинается. С днем рождения, Карабулак!